По очереди. Нормально? Свою профессиональную карьеру в большом спорте Георгий Бозров начал не как большинство мальчишек. Осознание того, что он не может жить без тренировок, пришло в 34 года. Георгий всерьез занялся грэпплингом и уже через несколько лет завоевал золотую медаль на чемпионате мира. Первая победа на мире, это был чемпионат мира в Беларуси, Минск. Участвовал там две категории: грэпплинги и грэпплинг-ноги. То есть один день человек борется в кимоно, другой день в рашгарде, шортах. Две дисциплины разные. Тогда я выиграл в обоих дисциплинах, 2 золота привез. И тоже были счастливые чувства, приятные. Это и флаг поднять на первом месте осетинский, и то, что фамилия звучит, и в общем, все переполняло, все как-то на душе было очень счастливо и приятно. Сейчас Георгию Бозрову 43. Тренируется он еще с большей интенсивностью. Впереди очередной чемпионат в Азербайджане. Вот только чтобы на него попасть, спортсмену пришлось приложить немало усилий. Во-первых, найти деньги, все поездки за свой счет. А еще Георгий с тренерами и другими спортсменами 2 года ждут обещанный Министерством спорта зал для тренировок. Сейчас готовиться к соревнованиям приходится на чужих площадках. Борцовские дисциплины, техники мы отрабатываем со своим тренером Аланом Бираговым и моими друзьями, кому я всем благодарен, с кем работаю. А физическую подготовку, кроссфит, я прохожу в кроссфит-зале «Бункер». И очень сильно благодарен Ильбрусу Цгоеву за поддержку всяческую. Герой нашего сюжета зарабатывает на жизнь не спортом, а творчеством. Георгий не только талантливый грэпплер, он превосходный художник. Вырученные от продажи картин деньги уходят на взносы для участия в различных чемпионатах. Творческую сторону по мере времени и возможности я стараюсь развиваться, рисовать. Картины очень тяжело продаются, если под заказ, то, наверное, это бы было правильно, а то так человек пишет много картин, потом они так лежат . Основной заработок — это я рисую, где делают памятники, там рисую на камнях. Свободное от работы и тренировок время Георгий Бозров проводит мастер-классы по живописи. Даже тот, кто никогда не держал в руках кисти, за 3 часа работы с профессионалом выходит после занятия с полноценной картиной в руках. Знаменитая фраза «талантливый человек талантлив во всем» вновь доказывает свое право на существование. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.